Лучшие и худшие практики региональных органов власти и муниципалитетов отныне прозрачны для всех. В целях сокращения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти всех уровней данные по итогам ежегодного мониторинга их работы будут публиковаться в открытом доступе. Это своеобразное пособие для региональных властей. С одной стороны, можно поучиться на чужих ошибках, а с другой стороны, перенять лучшие практики соседних регионов. Об этом говорили на семинаре, прошедшем в Ингушском управлении Федеральной антимонопольной службы. Белая и черная книги содержат лучшие и худшие примеры влияния деятельности органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на конкуренцию. Цель – предупредить нарушение антимонопольного законодательства и распространить лучшие практики. Для реализации указанного соглашения между правительством Республики Ингушетия и Ингушским ФАС России был подписан план реализации указанного соглашения. В соответствии с пунктом 11 мы должны ввести такую практику впервые. Должны ввести практику в Республике Ингушетия по ведению белой и черной книги антиконкурентных и проконкурентных практик. И сегодня у нас рабочая встреча, данное совещание у нас впервые. Мы сегодня должны разработать предложения и внести их в правительство. ФАС России ведет сбор и анализ региональных практик в сфере конкуренции с 2012 года в рамках реализации дорожной карты развития конкуренции и совершенствования антимонопольной политики. Теперь он будет вестись и в нашей республике. Делается это для того, чтобы быть в курсе того, что происходит в других регионах, обмениваться лучшим опытом усовершенствования тех или иных механизмов. Этот проект обеспечивает обратную связь с органами региональной и муниципальной власти и способствует адвокатированию конкуренции и предупреждению нарушений. Белая черная книга весьма будет полезна всем, в том числе и бизнесу, и госорганам, для изучения ошибок, и чтобы они не повторялись. Это очень хорошая информация, подспорье для региональной власти. В черную книгу включены традиционные вещи, в том числе создание дискриминационных условий, основанных на ограничении ведения предпринимательской деятельности, неравном доступе к государственному и муниципальному имуществу, а также и другие недобросовестные практики, которые допускают органы власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. За период с 2012 по 2019 годы ФАС России сформировала 8 белых и черных книг. Документ является обязательным для применения, к тому же соблюдение данного стандарта развития является одним из показателей в оценке деятельности глав субъектов. В черную книгу будут включаться те нарушения, которые мы выявили непосредственно от органов власти республиканского и муниципального значения. То, что повлияло худшим образом на развитие экономики в нашей республике. И там, где непосредственно хозяйствующие интересы частного бизнеса были нарушены со стороны органов власти. Это и предупреждения, которые мы направляем и правительству, и министерствам, и главам муниципальных образований. Это и дела, которые возбуждаются в отношении них. Это все будет видно. Для того, чтобы предупредить эти данные нарушения уже в следующем году со стороны их же коллег. Отраслевая структура черной книги еще более обширна, чем структура белой. Местные власти достаточно часто вмешиваются в хозяйственную деятельность компаний на самых разных товарных рынках, начиная с услуг местного пассажирского транспорта и заканчивая ветеринарией, управлением многоквартирными домами. Во всех случаях приходится реагировать на подобные нарушения. В 2019 году впервые за трехлетний период количество проконкурентных региональных практик, отобранных для включения в Белую книгу, превысило число худших антимонопольных практик – 53 против 47. Зарина Ужахова, Джамалил Дударов, Мадина Марзиева. Вести Ингушетия.